Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына в настоящее время считается одним из лучших вузов страны. За 90 лет существования этот вуз подготовил большое количество высококвалифицированных специалистов и выпустил много видных кадров нашей страны. Чтобы узнать, каким образом создавался Кыргызский национальный университет, давайте обратимся к ее истории. Первоосновой нынешнего Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына можно считать образованный в 1932 году Кыргызский государственный педагогический институт, истоки которого начинаются со специализированных учебных заведений, которые были образованы в 20-х годах с целью решения проблем преподавательских кадров для республики. На Организационном съезде Советов Каракыргызской автономной области, прошедшей 30 марта 1925 года, был рассмотрен вопрос об открытии Каракыргызского института просвещения. После проведения подготовительных работ в октябре 1925 года в городе Пишпек был открыт Кыргызский институт просвещения. В 1928 году Кыргызский институт просвещения был преобразован в Центральный педагогический техникум. В конце 20-х годов прошлого века во властных структурах и центральных партийных организациях Автономной Республики все чаще поднимался и бурно обсуждался вопрос об открытии в Кыргызской ССР пединститута. В результате 13 января 1932 года Совет народных комиссаров Кыргызской ССР принял постановление об открытии в городе Пишпек в новом 1932-33 учебном году Кыргызского государственного педагогического института. Согласно постановлению, состав КГПИ должен был состоять из 4 факультетов – педагого-педагогического, физико-математического, общественно-экономического и литературно-лингвистического. На первый курс планировали набрать 150 студентов и на подготовительные курсы 60. Но с открытием пединститута в состав института и в количество студентов были внесены некоторые изменения. Так, количество студентов, запланированных 150 человек, было сокращено до 120. На каждый факультет было выделено по 30 мест. Вместо педагога-педагогического факультета был образован факультет биологии. В 1934 году общественно-экономический факультет был преобразован на факультет истории. Первый учебный год в КГПИ по объективным причинам начался не 1 сентября, а 3 октября 1932 года, а торжества, посвященные официальному открытию института, были проведены 5 октября. При первоначальном открытии пединститута научно-педагогической деятельностью занимались всего 5 кафедр – социально-экономических дисциплин, математики, педагогики, биологии и литературы и языка. Известно, что на кафедре лито по несколько лет проработали такие известные личности республики, как профессор Касым Таныстанов, доценты Токчоро Жолдошев, Сатыбалды Нааматов, педагог-просветитель, старший преподаватель Базаркул Данияров, а также в свое время на этом факультете трудился теоретик языкознания, полиглот, ориенталист и один из первых переводчиков эпоса «Манас» на русский язык Поливанов. Нужно отметить, что изначально преподавательский состав пединститута состоял из выпускников высших учебных заведений Москвы, Ленинграда, Киева, Ташкента, Алматы. Местные кадры появились позже, в конце 30-х, начале 40-х годов за счет выпускников пединститута. К числу выпускников того времени относятся академики Джамгырчинов, Ильясов, член-корреспонденты Национальной академии наук Хасанов, Шатимиров, заслуженные учителя Кыргызской ССР Жолдошева, Ботбаева и другие. Нужно отметить тот факт, что в 1938 году первоначально вместе с ними окончили пединститут и стали дипломированными специалистами 46 человек. 30-40-е годы были для преподавательского состава Кыргызского государственного педагогического института годами трудных испытаний, невосполнимых потерь на полях сражений Великой Отечественной войны.
Но и в то же время эти суровые годы стали эпохой возрождения, становления и накопления научно-педагогического опыта. Именно в это непростое время начала укрепляться материально-техническая база педагогического института, отвечающая требованиям того времени. Стабилизировался и стал развиваться в правильном направлении учебный процесс по обучению студентов. Оживилась научно-исследовательская работа, углубились взаимосвязи и сотрудничество с центральными высшими учебными заведениями других республик. А самое главное, со стороны преподавательского состава были успешно претворены в жизнь возложенные на них обязательства. Был внесен неоценимый вклад в развитие интеллектуального потенциала, социально-экономического, культурного развития страны, а также широкого распространения науки и знаний среди населения нашей республики. Несомненно, что эти и многие другие достижения, а также творческий подход к выполняемой работе со стороны педагогического коллектива постепенно усиливали авторитет пединститута, поднимая его на совершенно новый уровень и создавали все предпосылки и условия для перерастания его в университет. Появление после Великой Отечественной войны новых отраслей народного хозяйства, быстрый темп технического прогресса, тесная связь науки и предприятия требовали перехода к особой универсальной подаче знаний. Поэтому по просьбе правительства Кыргызстана Совет министров СССР 24 мая 1951 года принял постановление об образовании на базе Кыргызского государственного педагогического института Кыргызского государственного университета. 31 августа этого же года было проведено торжественное открытие первого в республике университета пионера среди вузов страны. Несомненно, что это в свое время явилось огромным событием в культурной жизни Кыргызстана. Открытие университета подняло на совершенно новый уровень преподавания высшего образования в стране, открыло широкую дорогу в подготовке высококвалифицированных кадров для обеспечения ими отраслей народного хозяйства, школ, среднеспециальных и высших учебных заведений, а также органов государственного управления. На основе некоторых факультетов Кыргызского государственного университета в свое время в республике были открыты ряд высших учебных заведений. Например, в 1954 году на базе технического факультета образовалось самостоятельное высшее учебное заведение – Фрунзенский политехнический институт. В 1955 году на базе факультета физической культуры университета был образован Кыргызский государственный институт физической культуры. Приобретение Кыргызстаном суверенитета, переход к рыночной экономике, вхождение в мировую цивилизацию поставили сложные задачи перед профессорско-преподавательским составом университета. Конечно, было трудно найти выход из сложившейся ситуации, перестроиться, работать по-новому, правильно определить приоритеты, не останавливаться на достигнутых результатах, а уверенно двигаться вперед в условиях жесткой конкуренции. Только глубоко продуманные решения руководства университета, а также гибкий и творческий подход к работе со стороны профессорско-преподавательского состава обеспечили успех университету. Учитывая успешную деятельность университета в быстро меняющемся мире, отвечающую современным требованиям, его позитивную роль в демократических преобразованиях, достойное место в общественно-политической жизни страны, в 1993 году специальным указом президента Кыргызской республики университет достиг статуса национальный. В этом указе говорилось: в целях совершенствования сложившейся системы образования и доведения ее до уровня мировых стандартов определить статус Кыргызскому государственному университету как Кыргызский государственный национальный университет. Взяв во внимание то, что во многих развитых странах мира статус национальный имеет традиционное значение государственный, новым указом президента Кыргызской республики в мае 2002 года флагман отечественного высшего учебного заведения Кыргызский государственный национальный университет стал называться Кыргызским национальным университетом. За последние годы в результате проведенных систематических реформ Кыргызский национальный университет превратился в современное многопрофильное, научно-образовательное, культурно-просветительское, имеющее достаточно богатый опыт в международном сотрудничестве учебное заведение. В стенах университета разработана и качественно осуществляется экономическая модель гибкой и успешной деятельности в современных условиях свободного рынка и справедливой конкуренции.
В настоящее время Кыргызский национальный университет, как один из лидеров среди высших учебных заведений страны, приобретает все больше авторитет среди молодежи и становится популярным и известным не только в республике, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. В Кыргызском национальном университете разработана концепция и действует программа разностороннего, стабильного и динамичного развития университета на ближайшие годы и далекую перспективу. Для выпускников вуза открыты двери в многие компании и организации нашей страны. Здесь стоит отметить многолетний и кропотливый труд Национального университета в подготовке высококвалифицированных специалистов. В последние годы структура университета намного улучшилась. Точность и открытость в финансовой сфере привели к увеличению бюджета, что привело к появлению новых лабораторий и научных центров. Улучшилась материальная база. Азыркы университеттин акыбалын эгерде мындай бир салыштырмалуу түрдө айтсак, мурдакы өткөн этаптарынан мына акыркы бир 9 жылдын ичинде көбүрөөк биздин университеттин өзүнүн структуралык ички өзгөрүүлөр жүрдү. Анын тенденциялары ошо кээ бир учурларда баягы институт катары өнүккөн бир этап болуп өттү деп айтсак болот. Институт бул юридикалык жак болуп, мурдакы факультеттер өзүнчө тапкан каражаттарын өздөрүнүн бириккен бир юридикалык жалпы университеттен тышкары өзүнчө бөлүнгөн этаптары болуп өнүгүү процесси жүргөн. Ал процесстерди эгерде мындай алып көрсөк, жакшы жактары да болгон. Биздин азыркы учурда ошол нерселер өзгөрүп, университет өзүнчө бир жаңы бириккен классикалык типтеги университет структура өнүгүү жолун тандап, жалпы факультеттердин саны кайрадан ордуна келип, кээ бир факультеттер мына дагы ушу жаңы пайда болуп жаткан факультеттерди ушундай бир тенденциясы болгону жөнүндө белгилеп айтсак болот да. Бул ушул жанагы рынок шартында болуп жаткан учурдагы өзгөрүүлөрдүн бир агымдардын, тенденциялардын негизинде биз азыркы учурда ушул жаңы инновациялык багытка бет алган, ушул жолго кайрылган жана жанагы классикалык түрдөгү университет деп ушундай бир жолду тандадык. Национальный университет известен своей позицией укрепления и поддержки контактов с международными партнерами и всегда готов к диалогу с другими университетами. Ежегодно университет принимает иностранных студентов по разным специальностям и позволяет кыргызским студентам учиться в престижных университетах других стран по различным программам. В настоящее время сотрудничает с рядом университетов в области обмена опытом, науки и культуры. Национальный университет является членом консорциума по созданию сетевого университета СНГ, Евразийской ассоциации университетов и университета Шанхайской организации сотрудничества. Магистранты Кыргызского национального университета в рамках вышеназванных проектов имеют возможность обучаться за рубежом. Интеграция Национального университета активирована Ассоциацией ведущих университетов развитых стран. Акыркы мезгилдерде биз көп маанини ушу биздин жаштардын чыгыш тараптагы эң алдыңкы мамлекеттердин тилдерин өздөштүрүү жагына көңүл бурдук. Бул Кытай, Корей тилдерине өзгөчө көңүл буруу кеңейди. А ошол тараптагы университеттер менен да байланыштарыбыз күчөдү. Ошол байланыштар аркылуу дагы жаңы техникалык жана материалдык мындай бир мүмкүнчүлүккө биз ээ болдук. Алар менен чогуу иштеткен программалардын, билим берүү программалардын негизинде жаңылануу технологиялык жагынан дагы бир топ өзгөрүүлөр болду. Журналистика факультетине атайын жаңы телестудияга ушул бир заманбап технологиялык бир жабдыктарды грант аркылуу алып, ошол жерге биздин студенттерге дагы ушул
журналистика жагынан иштеп жаткан тележурналистика багытында бир топ мындай бир жаңылануу процесстери болду. Эң эле тез жана бир келечекте абдан зарыл болгон адистердин бири бул компьютерлик технологияларды программдаштыруу, программа жаңы багыт боюнча. Ушул багытта биздин факультеттер дагы бир топ ушу жаңы өнүгүүгө технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү алып, бул жактан дагы атайын компьютерлештирилген борборлордун мындай бир түзүлүшү пайда болду деп айтсак болот. Өзүбүздүн дагы ушул 2 жылдын ичинде эң мындай бир активдүү түрдө мындай көңүл буруп өнүгүүгө жол ачкан жерлерибиз бул ар бир ушул окуу корпуста ошондой борборлоштурулган бирдиктүү компьютерлик класстарды чогултуп, ошол жерде атайын ушундай бир компьютерлик борборлорду түзө баштадык. В Национальном университете магистратура по направлению философия является как одно из фундаментальных направлений, где магистранты получают углубленное профессиональное знание, способствующее социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. Данное направление формирует навыки интеллектуальной, аналитической, преподавательской, управленческой и организаторской деятельности, построению успешных социальных коммуникаций. В процессе обучения наши магистранты вместе с преподавателями кафедры участвовали и участвуют в различных круглых столах и международно-практических конференциях в научно-исследовательской работе. 24 ноября в 2020 году прошел круглый стол, посвященный Всемирному дню философии на тему «Философия кыргызского народа», где модераторами круглого стола были магистранты первого курса направления философии Раимбекова Гульзат и Бекджанова Сылнур. У нас на кафедре вообще-то есть непрерывное образование в том смысле, что есть бакалавр, магистратура и PhD. Успешные магистранты по рекомендации Государственной аттестационной комиссии обучаются у нас на PhD по философии. PhD направление философия открылось у нас в 2021 году, прошла лицензирование, и сейчас в данный момент у нас учатся 6 докторантов, 3, которые имеют базовое образование, и 3 иностранцев. И эта связь у нас непосредственно необходима, так как у нас 2-й курс, магистранты, они желают уже поступить на PhD направление философии. Программа магистратуры философии ориентирована в дальнейшем на обучение по программе PhD направления философия, а также выпускники могут работать в качестве исследователя и руководителя научного коллектива, изучающего социально-гуманитарные и философские проблемы, преподавателя философских дисциплин, аналитика органов государственной власти и муниципального самоуправления, общественных организаций, работника издательств и средств массовой информации. Мисалы ушул жылдан баштап бизге PhD докторант эң эле жогорку ушул даражадагы адистерди даярдоого келишим койдук, кол койдук. Мына 50дөй ошо PhD докторанттар Кытай мамлекеттин университеттеринен тандалып, алар ушул биздин улуттук университетте ошо PhD докторантурасын ар кайсы багыттагы окууларына киришет.
Мына ушундай байланыштар акыркы жылдары өзгөрүштөр биздин улуттук университеттин өнүгүүдөгү ушундай заманбап этаптары башталды деген ойго мындай толук мүмкүнчүлүк түзөт. Мен ушул азыркы биздин улуттук университеттин илимий потенциалы, материалдык техникалык жагынан дагы жаңылануу процесстери жүрүп жатканы негизинде биз азыркы учурдагы заманбап университеттердин башында турган ири илимий потенциалы күчтүү университет болгонго толук мүмкүнчүлүктөр пайда болду деп айта алам. Весной 2013 года начался эксперимент по созданию и реализации пилотных программ подготовки PhD-докторов в Кыргызской Республике. В эксперименте участвовали 6 вузов Кыргызстана, в том числе и Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына. Целью внедрения докторских программ PhD в Кыргызской Республике является логический переход к завершению трехуровневой подготовки в высшей школе, приближение к наилучшим международным стандартам подготовки и аттестации исследователей, создание новых знаний в соответствующей сфере практической деятельности, ориентация на результаты обучения. В качестве проектного варианта был выбран наш факультет, поскольку наш факультет успешно реализовывал программы с участием европейских партнеров, и программы по бакалавриату были основой для реализации третьего цикла образования. В тот год наш факультет набрал магистрантов, будущих докторантов по специальностям управление бизнесом, 10 человек, агроэкономика, 10 человек. Послевузовская профессиональная научно-образовательная программа PhD-докторантура – это третий цикл высшей школы. После перехода высшего образования Кыргызской Республики на двухуровневую систему бакалавриат и магистратура, принятие третьего цикла было закономерным шагом. Он позволит использовать опыт зарубежных стран в развитии научных исследований в вузах и сделает образовательные траектории в Кыргызстане сопоставимыми с ведущими университетами мира, стать нашим специалистам более конкурентоспособными во внешнем мире, во все более усложняющейся наукоемкой среде. Для открытия PhD-программ в 2013 году Кыргызский национальный университет прошел процедуру обязательного лицензирования уполномоченным государственным органом сроком на 5 лет. В декабре 2020 года в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына была создана группа по разработке внутренних нормативных документов Кыргызского национального университета по PhD-подготовке, а также лицензионных документов. В июле 2021 года университет успешно прошел процедуру лицензирования и получил бессрочные лицензии на подготовку по 11 научно-образовательным программам базовой докторантуры PhD по профилю. Развитие PhD-подготовки содействует трансформации Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына в научно-исследовательский центр, в получении статуса научно-исследовательского университета. Роль послевузовской профессиональной научно-образовательной программы «Базовая докторантура PhD по профилю» в выполнении миссии КНУ способствовать сохранению и развитию научного потенциала современного общества, опираясь на классические академические традиции и передовые научные достижения, одна из наиболее значимых среди других программ. PhD-докторантура способствует сохранению и развитию академического сообщества, ученых как социальной группы и ее омоложению. Кыргызский национальный университет является уникальным поставщиком научно-педагогических кадров высшей квалификации. С далекого 1938 года в университете началась реализация научно-исследовательских программ аспирантуры по 7 образовательным направлениям. Интеграция в международное образовательное пространство и обязательства, взятые нашей страной перед международным сообществом в сфере образования, привели к трансформации научно-образовательных программ. Процессы глобализации породили необходимость введения сравнимых квалификаций с университетами, имеющими солидную историю реализации программ PhD. В настоящее время требования по качеству обучения по программе PhD приведены в соответствии с международными стандартами лучших зарубежных университетов. В то же время научный потенциал Кыргызского национального университета позволяет сохранять академические традиции научного наставничества в атмосфере поддержки духа научных исследований.
Навыки, знания и умения, которые получены докторантами в результате программы, востребованы работодателями соответствующих сфер – академическая среда, бизнес, государственные органы. Компетенции ведут к исполнению миссии, получению новых знаний в соответствующей прикладной сфере, обучению и воспитанию новой генерации ученых, обладающих не только передовыми знаниями, но и этическими принципами, академической честностью, другими социально-личностными компетенциями. На выходе мы получаем профессиональные, научные и педагогические кадры высшей квалификации, в которых нуждается Кыргызская республика. Джибек, вы можете для примера посмотреть вот эту модель, как строить вашу модель по вашей аналитике. Взаимоотношения с научными руководителями играют важную роль в формировании исследовательских навыков. Менторы личным примером вырабатывают профессиональные навыки и социально-личностные компетенции, академическая честность, академическая свобода, командные исследования. Руководители, задействованные по программам подготовки PhD-докторов, сами прошли путь от молодых исследователей до менторов с большим научным и личностным багажом. Руководитель учит не только изучать научную дискуссию, но и создавать свою гипотезу, доказывать ее достоверность, вести исследования честно, свободно, открыто. Результаты обучения ориентированы на перспективные разработки в избранной сфере деятельности рамкой квалификации Кыргызской республики, а также существующими в Кыргызском национальном университете процедурами избрания и утверждения тематики научных исследований докторантов. Научные исследования носят более прикладной характер, ориентированы на национальные приоритеты, научные школы и проекты университета. Одним из критериев оценки PhD-диссертации является актуальность избранной тематики. У ряда докторантов есть зарубежные научные руководители, тематика исследования которых совпадает с темой диссертационного исследования докторантов. 3 докторанта завершили в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына на программе «Экономика» учебный план, а защиту произвели в европейских университетах после успешных совместных научных изысканий. В 2014 году я смогла поехать на стажировку в Швецию в рамках этой PhD-программы, где мне объяснили все тонкости анализа данных, как количественных, так и качественных. Моим научным руководителем был Хокон Торстесен, который вложил в меня очень много труда и своих знаний. Я ему очень за это благодарна. Кроме того, PhD-программа обучает нас, докторантов, как публиковать свои научные статьи, как готовить тезис и манускрипты. Администрирование программ подготовки доктора философии, PhD-доктора по профилю в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына осуществлялось на Кыргызско-европейском факультете согласно пилотному проекту Европейского союза Tempus GPCR 517313 с 2013 года. После получения лицензии в июле 2021 года был создан отдел сетевой магистратуры и PhD. С сентября 2021 года администрирование программ подготовки докторов PhD ведет данный отдел. Целью отдела является организация и реализация подготовки по образовательным программам высшего профессионального образования, магистратуры и послевузовским профессиональным научно-образовательным программам PhD-докторантуры. Свою деятельность отдел ведет согласно утвержденного положения и стратегического плана развития PhD-подготовки в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына. Часть намеченных мероприятий уже выполнена, но впереди большая работа. Когда я был в городе последний раз, говорит Шадыбек, здесь был огромный пустырь. Ни деревца, бурьян и полынь. Как изменился, вырос город. Главный корпус университета, расположенный в центральной части Бишкека, является историческим и архитектурным сокровищем нашего города. Главное здание было построено в 1938 году, позже оно было перестроено, надстроено несколько этажей, а реконструкция завершилась в 1951 году. В годы Великой Отечественной войны в университете размещались военные госпитали номер 292, 12139 и 4178.
Автор проекта – первый главный архитектор столицы Павел Петрович Иванов. Здание трехэтажное, симметричное, с 6 высокими колоннами, фасад которых украшен красивыми орнаментами и открывается вид на аллею молодежи, мэрию Бишкека и величественный Алато. Сегодня научная библиотека Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына является государственным предприятием в составе университета и действует на основании положения о научной библиотеке. Основные направления деятельности библиотеки – обеспечение развития учебного процесса, сохранение и пополнение книжного фонда, ведение библиотечных и библиографических каталогов, использование компьютерных технологий для удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотеки. Общий фонд научной библиотеки Кыргызского национального университета располагается в 8 абонементах и в 10 читальных залах Кыргызского национального университета и составляет 952 692 экземпляра. Из них 371 461 экземпляр книг учебной литературы, 512 468 экземпляров книг научной литературы, 64 436 экземпляров книг художественной литературы, 4327 экземпляров электронных изданий, расположенных на сайтах lib.knu.kg и www.krlib.net.kg. Языковой состав библиотечного фонда научной библиотеки составляет 53 037 экземпляров книг на кыргызском языке, 833 146 экземпляров книг на русском языке, 66 509 экземпляров книг на иностранном языке. В случае необходимости учебно-методический материал тиражируется или раздается в электронном виде. Для профилактики и охраны здоровья персонала и студентов Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына располагает развитой социальной инфраструктурой, включающей медицинский пункт. В каждом учебном корпусе имеются современные столовые, в которых готовят вкусные блюда, сладости и напитки. Журнал «Вестник» Кыргызского национального университета – научно-образовательное информационное издание Кыргызского национального университета. Издается с 1997 года. Журнал зарегистрирован Министерством юстиции Кыргызской Республики и включен в список ведущих рецензируемых научных журналов и публикаций, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Кыргызской Республики. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына имеет такие символики, как флаг, герб и гимн. Флаг имеет прямоугольную форму красного цвета. В середине прямоугольника аббревиатура КУ, буква с национальным орнаментом, символ нации. В середине буква У отражена в символике победы Виктория. Основная цветовая гамма красный и желтый цвета государственного флага. Золотистый цвет – символ ценности и прогресса. В гербе учебного заведения красная лента обрамляет белый круг и очерчена золотым цветом по краям. На красной ленте название Жусуп Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университети. Внутри красной ленты на белом круге цельная композиция из нескольких символов, составляющих монолитность главного здания КНУ. В нижней части раскрытая книга «Фундамент университета». 1932 год, образование учебного заведения, изображение крыши здания, гарант безопасности, комфорта и стабильности, основная цветовая гамма красный и желтый, цвет государственного флага, белый цвет – символ чистоты, открытости и безграничности, золотистый цвет – символ ценности и прогресса. Также Национальный университет имеет свой гимн. Слова гимна, который состоит из 2 куплетов, написал Джалил Садыков, который является автором слов гимна Кыргызской Республики. Музыку написал Сардарбек Джумалиев.
Кыргызском национальном университете обучается 17 173 человека, из них 1332 являются студентами бюджетного отделения, 15 841 обучаются на контрактной основе, 2936 обучающиеся по программам, обеспечивающие среднее образование, и 106 человек обучаются по программам, обеспечивающие общее среднее образование. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына осуществляет свою образовательную деятельность по следующим образовательным программам и отраслям науки. Из них подготовка бакалавров по 50 направлениям, подготовка специалистов высшего профессионального образования по 6 специальностям, подготовка бакалавров по 50 направлениям, переподготовка специалистов высшего профессионального образования по ускоренным программам с нормативным сроком обучения 2,5 года по 4 образовательным программам, подготовка магистров по 45 направлениям, подготовка специалистов среднего профессионального образования по 14 специальностям, подготовка аспирантов и докторантов по 16 отраслям науки. В организацию учебного процесса в Кыргызский национальный университет привлечено 1900 преподавателей, из которых 1630 штатных преподавателей, из них 121 докторов наук, 525 кандидатов наук, 90 профессоров, 362 доцентов и 6 с академической степенью PhD. Общее количество профессорско-преподавательского состава с учеными степенями составляет 652 человека. Кыргызский национальный университет – многопрофильное и многоуровневое учебное заведение, играющее важную роль в системе образования страны, может похвастаться своей богатой историей. На протяжении 90 лет он стал крупным центром науки и культуры и не утратил своих давних позиций как университет, принципов которых придерживается по сей день. ВУЗ, подготовивший сотни тысяч студентов и внесший весомый вклад в развитие страны, сегодня является престижным учебным заведением, дающим современное и достойное образование, известное не только в нашей стране, но и в других странах.